Меня зовут Чаян, я предприниматель, работаю с 2009 года. Я из семьи предпринимателей, поэтому у меня как-то такого большого выбора не было. То есть я там уже чувствовал внутри, что у меня это есть. То есть если ты не чувствуешь, что у тебя вот какие-то вот есть к этому предрасположенности, да, воспитать их в себе будет очень сложно. То есть с этим я так считаю, что нужно родиться, как и с другим талантом, там, к искусству, к спорту или вообще к чему-либо еще. Поэтому если вот есть внутреннее желание что-то создавать, где-то стараться заработать деньги, не обязательно там к предпринимательствам, да, там, любыми делами. У тебя вот именно должно быть желание внутреннее, что ты не просто там офисный работник, да, грубо говоря, там не обижаю сейчас офисных работников, просто вот должно быть какое-то желание. И воспитать его в себе практически невозможно, оно должно быть. Любой бизнесмен как бы он слукавит, если не скажет, что он в первую очередь работает для себя и для своей семьи. Если он говорит, что он работает для кого-то другого, ну, это, скорее всего, он врет. Поэтому в первую очередь, конечно, надо позаботиться о своих близких, о себе. И, соответственно, дальше уже, когда ты там можешь себе позволить помочь другим людям, нужно это делать обязательно. Потому что социальная ответственность у бизнесмена, у предпринимателя, она должна быть. Потому что только там заниматься деньгами психологически ничего не получится, надо бы какие-то другие внутренние энергии искать. Поэтому через благотворительность, через помощь нуждающимся это достигается. Любой человек, который там хотя бы располагает там всеми конечностями, даже человек без конечностей, если у него есть внутреннее желание что-либо создать, ему не обязательно для этого нужны деньги. Поэтому это все также предрассудки и отмазки просто ленивых людей, у которых нет вот именно вот этого желания внутреннего. В первую очередь это ответственность перед своими сотрудниками, перед своими близкими, там, перед самим собой. Потому что если ты, допустим, ну, просто перестанешь работать, выполнять свои обязанности, круг там, твоих подопечных, да, подчиненных и круг твоих близких, он просто может там, остаться без ничего. Поэтому в первую очередь это большая ответственность. На вторые, третьи позиции там, можно уже ничего не ставить, потому что самый большой стимул просыпаться каждый день и работать — это ответственность перед самим собой, перед семьей и перед своими сотрудниками. Все в свободном доступе в интернете, поэтому книги я там, в принципе, так не держу. Поэтому все информацию, все знания, какие мне нужны, я черпаю из интернета. Ну, я могу сказать, какие книги на меня повлияли. Первое, конечно, это Наполеон Хилл «Думай богатей». Мне кажется, любой человек, который занимается предпринимательством, его читал. Если он не читал, то обязательно должен прочитать. Вторая книга, которая на меня повлияла, это... Я был так еще юным предпринимателем, я читал книгу Олега Тинькова. Я такой же, как и все. Книга о простом работяге с Кузбасса. Ну, там, ничем не отличаешься от нас всех. То есть до чего можно дорасти. Поэтому, мне кажется, вот на вторую ступень могу вот ее положить. И третье, что я прочитал, ну так с трудом, конечно, там много информации, но очень романтично. Это «Атлант расправил плечи». Там 3 тома. Первый дается очень сложно, второй уже интереснее, и третий ты уже как бы не понял, как его завершил. Поэтому 3 мои книги. Авторитет один, кумир один — это мой отец. Потому что если бы не он, я бы не стал тем, кем я стал, становлюсь тем, кем я становлюсь. Поэтому самый большой мой герой в предпринимательстве и по жизни — это мой отец. Если просто вот так вот откинуть, да, все,
Там, если ты говоришь о людях, которые там, ты считаешь для себя какими-то героями, конечно, это должны быть родители. Если ты не благодарен перед своими родителями, ну, кажется, очень сложно найти других героев, да, кроме них. Естественно, есть люди, на которых я ориентируюсь по жизни, да. Кроме родителей, это совсем другая сфера. Если мы говорим о предпринимательстве, то я могу выделить для себя там несколько человек, их немного. Если мы говорим о российских, на первое место я бы поставил Галицкого. Это бывший гендиректор, владелец сети «Магнит», розничный ритейл «Магнит». Мне он близок по его духу, по его отношению к делу. Также у меня, если мы говорим про рестораторство, то это Борис Зарьков, это White Rabbit Family. Очень неординарная личность, я за ним слежу. Если мы говорим о зарубежных, то, наверное, это Илон Маск. Он может быть какой-то противоречивый человек, но он делает то, что, в принципе, на сегодняшний день не делает никто. То есть, поэтому вот так вот. Ты можешь, находясь там в любой точке мира, Тува, Кызыл входит в эту категорию, ты можешь сделать все. У тебя есть все для этого. У тебя есть доступ в интернет, у тебя есть рынок, где ты находишься, да. Ты можешь все что угодно. Но это зависит от того, насколько ты этого хочешь. Если ты этого хочешь, ты найдешь любую информацию, любые возможности. Если в пределах Тувы их нет, то за пределами ты их точно найдешь. Поэтому это предрассудки тех, кто опять ничего не хочет и не делает. А если ты хочешь, есть же поговорка, если ты хочешь идти быстро, да, к чему-либо, иди один. Если ты хочешь идти далеко, тебе нужна команда. Соответственно, я считаю, если построить хороший бизнес, построить великую большую компанию там, с тысячами, сотнями сотрудников, у тебя не получится это сделать одному. Потому что бизнес, предпринимательство — это умение контактировать разных людей, соединять в одно дело и мотивировать их на благие дела. Поэтому без команды, без умения работать с людьми предпринимателем, к сожалению, не стать. Можно, конечно, сейчас в данное время там, создать какой-то IT-проект в одного, да, но вряд ли он вырастет в миллиардную компанию, которая может там покорить мир. Поэтому команда очень важна. Чем раньше начнешь работать, без разницы, без разницы где, чем угодно, ты должен научиться работать. То есть я бы вот просто по себе сужу, я бы начал работать там раньше, там, лет на 5, да. Я если начал там как-то вот чем-то заниматься, то в 22, это вот так 23 уже как по-серьезному. А до этого я там, был студентом, грубо говоря, кроме этого ничего не делал. Но я бы в это время хотел больше какой-то трудовой деятельности для себя. Не обязательно должен быть предпринимательство. Ты должен поработать в офисе, в компании, да кем угодно, поваром, официантом. Но этика рабочая у тебя должна быть, чтобы понимать, как все работает, как общество работает, как люди взаимодействуют. Чем раньше это сделаешь, тем будет лучше. Вот. Что еще можно посоветовать, так это изучать. То есть без, глупо полагаться на что-то большое, не имея никаких знаний. То есть у тебя должна быть заинтересованность в чем-то. Если ты чем-то занимаешься, ты обязательно должен это изучать. Если ты это не изучаешь, к сожалению, там ничего не получится. Поэтому трудолюбие, дисциплина и большое желание. Мне кажется, и все будет. Вот меня зацепило последние полгода. В Инстаграме увидел видео, речь генерала морских котиков. Он выступает с речью перед своими студентами военными, которые прошли курс морских котиков.
Мы все знаем, что не так-то просто. Там из 1000 человек доходит до конца там несколько десятков. Поэтому меня зацепило. Говорит, если хочешь покорить мир, если хочешь сделать что-то великое в жизни, сперва заправь кровать. Если ты не заправил кровать, у тебя не будет дисциплины. У тебя в жизни, в любом деле уже ничего не получится. Встал с кровати, заправь кровать. Можем на этом, наверное, заострить внимание. Хочешь чего-то, начни с этого. Заправь кровать с утра.